Дипломный проект защищает Красавский Иван Юрьевич. Название диплома «Хоровая музыка» Модеста Петровича Мусорского. Руководитель Ульяна Александровна Миронова. Здравствуйте. Модест Петрович Мусорский – великий русский классик, гениальный композитор, далеко опередивший свое время и оказавший огромное влияние на развитие русского и европейского музыкального искусства. Один из самых дерзновенных новаторов XIX столетия. Даже друзья-единомышленники из «Могучей кучки» часто были озадачены радикальностью его исканий и не всегда их одобряли. Наиболее значимая область творчества Мусорского – это опера. Его талант наиболее полно воплотился в его произведениях Борис Годунов и Хованщина. В них Мусорский развивает авторский вариант трактовки хора и технику хорового речитатива. Основные исследования хоровой музыки композитора связаны со сценическими произведениями. Самостоятельные же произведения для хора остаются без должного внимания исследователей. Они немногочисленны и представлены всего лишь 10 произведениями. Это 4 хора-сцены, 5 обработок народных песен и обнаруженный в 2021 году торжественный марш Шамиля. Несмотря на небольшой масштаб этой области наследия, композитор весьма серьезно к ней относился, и они явно не были пробой пера, и стилистические черты Мусорского у них проявились достаточно ярко. При выборе материала исследования мы сознательно ограничились завершенными, изданными или исполненными как самостоятельными произведениями Мусорского для хора, исключая партитуры репертуарных опер. Избранные произведения рассматриваются в историческом порядке их создания. Целью работы стало целостное исследование всего корпуса самостоятельных хоровых произведений композитора. Для достижения цели потребовалось решение следующих задач. Общая характеристика избранной области творчества Мусорского, изучение материалов по новонайденному торжественному маршу Шамиля, аналитическое описание хоров-сцен и рассмотрение обработок народных песен. Мировое признание Модеста Петровича Мусорского как оперного композитора во многом связано с новаторской трактовкой хора, знаменитыми хоровыми сценами, развитием техники хорового речитатива и хорового диалога. Самостоятельных хоровых произведений у композитора не так много. Это хоры-сцены «Торжественный марш Шамиля», хор трагедии Софокла «Эдип», «Поражение Синхириба», хор жрицы неоконченной оперы «Саламбо» и «Иисус Навин». Также 5 обработок народных песен для мужского хора. На протяжении долгого времени к хоровым произведениям Мусорского причислялся духовный хор «Ангел Вопияши». Однако исследования 2015 года музыковедов Лебедевой и Емелиной, Наумовой и Виноградовой опровергло эту версию. В 90-е годы, благодаря публикации в интернете, всплыло настоящее авторство. Автором этого произведения оказался оренбургский композитор Николай Уваров. Ноты с его автографом хранились в личной библиотеке епископа Оренбургского и Тургайского Мефодия, сначала в Харбине, затем в Сиднее. При большом интересе к хоровой музыке композитор не имел случаев практических занятий с хорами, и лишь в конце жизни ему представилась такая возможность, благодаря Думскому кружку любителей хорового пения. Его руководитель Михаил Берман с энтузиазмом относился к таланту композитора. На спевках, репетициях и концертах кружка композитор смог вживую ощутить специфику хорового пения. Из всех участников «Могучей кучки» Мусорский был наиболее одержим поиском новых путей развития своего творчества. Избегая традиционной терминологии, композитор вводил свои жанровые обозначения для хоровых сочинений, такие как хоровая сцена, хоровая картина, еврейский хор, ливийский хор или просто мужской хор. Если сравнить жанровый состав хоровых сочинений русских композиторов-современников, Мусорский демонстрирует свой независимый своеобразный путь. Так, например, и Балакирев, и Римский-Корсаков, и Чайковский преимущественно отдали дань таким традиционным жанрам хоровой музыки, как кантаты, торжественные песни и гимны, духовные песнопения и бытовые жанры, представленные в их творчестве застольными, приветственными и шуточными песнями. Все они в творчестве Мусорского отсутствуют. Для того, чтобы еще раз подчеркнуть специфику хорового творчества композитора, можно дать небольшую панораму хоров крупной формы с оркестром западноевропейских мастеров на близкие темы. Из Библии, например, преимуществом пользовались сюжеты Нового Завета. Это оратории Павел и Илья Мендельсона, Христос Листа и рождественская песня Шумана.
Чуть ли не каждый крупный европейский композитор отдал дань таким традиционным жанрам, как месса и реквием. Например, гранское, хоральное и венгерское коронационное мессы Листа, реквием по миньоне Шумана и реквием Верди. Кантат представлена, например, первой Вальпургиевой ночью Мендельсона, Венгрии и торжественный Листа. Наиболее близким из западноевропейских мастеров к Мусоргскому был яркий новатор Гектор Берлиоз, в творчестве которого даны примеры греческой и античной тематики. В кантатах «Греческая революция», «Смерть Орфея». Восточный образ по Байрону в кантате «Сардонапал». Библейские истории в артериальной трилогии «Детство Христа», которая включает в себя оратории «Сон Ирода», «Бегство в Египет», «Прибытие в Саис». Тематика хоров самого Мусоргского – русский фольклор, библейские сюжеты и Восток. Примером последнего является торжественный марш Шамиля. В 2021 году произошло настоящее открытие в мире русской музыки. Исследователь Александрова обнаружила в отделе рукописей Российской национальной библиотеки в фонде Ястребцева рукописную копию сочинения Мусоргского «Торжественный марш Шамиля», которое ранее было частично утеряно. Отсутствовал титульный лист и первый лист записи произведения. И это открытие стало весьма важным для восполнения творческого наследия композитора. Написан марш в 1859 году и является откликом на актуальные события того времени. В этом году закончился военный конфликт с Кавказом, в результате которого российскому императору подчинились Чечня и Дагестан. Их предводителем на тот момент был имам Шамиль, и именно его персоной и вдохновлен хор Мусоргского. Торжественный марш Шамиля написан на арабский текст в русской транскрипции, который не поддается точной расшифровке. Основной текст крайних разделов трехчастной формы «Ля илля хи иль Аллах» переводится как «нет Бога, кроме Аллаха». Этот текст варьируется на протяжении части, что предположительно является особенностью восприятия композитором текста на слух. Слова среднего раздела «Имам Беришкер» переводу не поддаются. Марш открывается вступлением из двух интонационных мотивов, из которых позже вырастает хоровая партия. Сейчас я вам продемонстрирую вступление. Произведение написано в тональности си минор в трехчастной репризной форме. Крайние разделы написаны в четырехдольном размере, а середина в шестидольнике в параллельной тональности. Восточности Мусоргский достигает при помощи системы дыхания и акцентов, которые соответствуют интонированному прочтению мусульманской молитвы. То же самое можно сказать и про мелодику середины. Композитор не использует привычные для русской школы средства изображения Востока, такие как, например, гармонический лад, дважды гармонический лад и прихотливая мелодика с обилием хроматизмов. Напротив, Мусоргский подчеркивает суровый образ Шамиля при помощи жесткой диатоники. Проявленная в этом марше восточность находит свое дальнейшее развитие в хорах-сценах, но представлена Мусоргским иначе. Модест Петрович начал работу над музыкой к трагедии «Эдип» в 1858 году. Он был очень увлечен сюжетом, однако по каким-то причинам не завершил свою задумку. Из всей музыки сохранились только интродукция и сцена в храме для хора и оркестра, которая была исполнена на концерте в 1861 году и посмертно издана в ряду других сочинений автора. В сюжете софокловского царя Эдипа Мусоргского заинтересовали постконфликтные ситуации, столкновения сильных характеров и драматизм массовых сцен. Текст, составленный Мусоргским, представляет собой самостоятельный пересказ выбранного эпизода, а именно тот, который находится перед самой кульминацией трагедии. В городе свирепствует чума. Это кара богов за преступление, которое, сам того не ведая, совершил Эдип. Эмоциональная атмосфера этой народной массовой сцены драматически напряженная, что проявляется уже в выступлении, которое я вам сейчас проиллюстрирую.
во вступлении слышны интонации стона и в будущем весьма характерные для Мусорского речитативные интонации. Форма этого хора куплетно-строфическая, в которой трехчастность организует тональный план. В крайних разделах фа минор, в середине си бемоль минор. В гармонизации хора юный композитор применяет многократно повторенный полный функциональный оборот с альтерацией субдоминантовой группы, а именно тоника, вторая ступень, двойная доминанта, доминанта, тоника. А основной метод развития – это тональное обновление и секвенция. В этом хоре впечатляет мощность хоровой партии, передающая ужас народа. Безвинно страдающий народ – это магистральный образ в творчестве Мусорского, который будет ему сопутствовать и найдет свое наиболее полное воплощение уже в вышеназванных операх Борис Годунов и Хованщина. «Поражение Сенхериба» — единственный из хоров сцен, задуманный как отдельное произведение, помимо марша Шамиля. И также, как и предыдущее произведение, посвящен Балакиреву. Работа над этим хором длилась с 1863 года по 1867. В основе произведения лежит поэма Байрона «Гибель Сенхериба», написанная на библейский сюжет. И уже здесь можно выявить тенденцию творчества композитора, увлечение историей, Востоком и философией. Также в этом произведении представлены темы, которые в дальнейшем будут сопутствовать Мусорскому на протяжении всей жизни. Это война и смерть. Текст этого произведения не соответствует ни одному из современных переводов и, вероятно, является авторским переводом самого композитора. Возможно, он это сделал для того, чтобы воплотить свой особый художественный замысел, который другие переводы не отражали. Хор написан в трехчастной форме с погальным соотношением частей ми минор, ля минор, ми минор. В первой части хора изображается смертельный натиск несметных ассирийских полков Сенхериба на Иудею. Мусорский для создания этого образа использует безостановочное неумолимое унисонное движение аккомпанемента в темпе аллегро модерато. Сейчас я вам сыграю вступление. Оно короткое, и после уже сразу вступает хор, который продолжает напряжение заложенное в выступлении, подчеркивая его диссонантность и хроматику. Средняя часть хора и ангел смерти взмахнул крылом, выполняющая функцию трио, противопоставлены динамичной первой части и основана на суровой хоральной теме в духе церковных песнопений. Сейчас я вам ее сыграю. Тема эта опирается на параллели переменной лад. Это парящий настигшим полем битвы погребальный напев. В размеренном течении этой музыки слышится грозная оледеневшая сила павшего врага. Характер поражения Сенхериба также драматический, но он отличается от хора к Эдипу, так как повествование в нем ведется от лица гордых воинов, а не от испуганного и замученного народа. Саламбо – первый опыт работы композитора в жанре оперы. Либретто он создавал на основе одноименного романа Гюстава Флабера. И все музыкальные номера были написаны в период с 1863 по 1866 год. Опера не была завершена, но Мусорский включал ее материал в свои последующие произведения, как, например, в хор «Иисус Навин», речь о котором пойдет в следующем разделе работы. По сюжету карфагенской принцессе Саламбо предстоит брак по расчету для спасения своего народа. Жрицы призывают ее не грустить, рисуя перед ней красоту предстоящей свадебной церемонии. Музыка этого хора необычайно колоритна. Тональное соотношение также свежо.
Основная его тональность средний моль мажор, а середина написана в тональности пятой высокой ступени ля мажор. Крайние разделы формы объединяются непрерывным звучанием тонико-доминантового органного пункта, который создает убаюкивающую и обволакивающую атмосферу также при помощи ритма. На протяжении почти всего произведения сохраняется пульсация, четверть и триоль восьмыми. Уже в вступлении тонная восточность создается нежным звучанием игры между тоникой и субдоминантой. Сейчас я вам проиллюстрирую вступление. Партия дублирует оркестр и развивает эти же интонации. Средний раздел не контрастен крайним, как уже было сказано, написан для мажоре и содержит примерно ту же атмосферу, но вот эта триольная пульсация переносится в более высокий регистр, что иллюстрирует тот самый мир грез, в который жрицы и погружают Соломбор. В этом хоре Мусорский создает таинственный восточный колорит, подобный тому, который можно услышать в сцене храма вулкана в опере «Аида» Джузеппе Верди, которая, однако, появилась намного позже, только в 1871 году. «Иисус Навин» создан Мусорским на основе боевой песни ливийцев из неоконченной оперы «Соломбор» в 1877 году. Это его последняя хоровая сцена. И посвящена она Надежде Николаевне Римской-Корсаковой. Авторское жанровое определение – хор, основан на народных израильских песнях. Однако музыковеды классифицируют это произведение как эпическая хоровая кантата для смешанного хора, солистов и оркестров. Действие хора разворачивается по сюжету в тот момент, когда Господь остановил солнце для того, чтобы Израиль мог собрать полную силу своей армии, подойти и разбить врага. Чувствуя поддержку Всевышнего, воины преисполнены уверенности в победе и предрекают слезы женам Ханаана. Как и в предыдущих хорах-сценах, Мусорский использует трехчастную репризную форму. Крайние разделы ля бемоль мажор и средний фа диез минор резко контрастны. Обрамляющие с энергичной, маршеобразной, несколько угловатой темой сменяются пронизанной грустью и печалью середины. В первой части Веленьем и Еговы для создания торжественно приподнятого настроения композитор в мощную тему мужского хора добавляет синкопы, дробление сильной доли, радостно ликующие триоли сопровождения и большое количество форшлагов, придающих маршу танцевальный характер. Сейчас я вам проиллюстрирую начало этого хора. Средняя часть хора «Плачут женщины о Марии» противопоставлена динамике крайних разделов. Авторское указание темпа лярго с пометкой «кондолор», что означает «со скорбью», уже задает соответствующее настроение. Повествование о крушении врагов Израиля и ожидающих их слезах поручено женскому хору и солирующему меццо-сопрано. Этот раздел носит ярко выраженный восточный колорит, близкий к образам половецких сцен бородинского князя Игоря.
Затейливо хроматизированная мелодика с прихотливой ритмикой дополняется обволакивающими арпеджио сопровождением. Речитатив солирующего баса «Внемли, Израиль, остановилось солнце», связка между серединой и точной репризой возвращает начальный мажор. Завершается произведение краткой коды хорального склада. Иудейский марш сменяется молитвой хора акапелла «Слава и Егове, Вседержителю Господа сил», где Мусорский подчеркивает торжественный характер, применяя только мажорные созвучия. Тоника, шестая мажорная ступень, третья мажорная ступень, доминанта, тоника. И сейчас я вам проиллюстрирую этот фрагмент. Иисус Навин — это почти театральная музыка. Настолько ярко и зримо в ней предстает боевой народ Израиля, плачущие жены Амарея и Ханаана, и Мусорский добивается впечатляющих эффектов, даже сегодня свежо звучащих. Кроме хоровых произведений на различные сюжеты, Модестом Петровичем были созданы еще 5 обработок народных песен для мужского хора без сопровождения. Это обработки песен «Скажи, девица милая», «Ты взойди, солнце красное», «У ворот батюшкиных», «Уж ты воля моя воля» и «Плывет, всплывает». Обращение к фольклору характерно для творчества композитора, и в своих операх он нередко обращался именно к звучанию мужских хоров. Что послужило поводом для создания этих обработок, доподлинно неизвестно, но существуют две версии. По первой, эти обработки были сделаны в 1880 году для учащихся музыкальной школы Леоновой. По свидетельству Николая Андреевича Римского-Корского, их занятия состояли в разучивании отрывков из знаменитых опер и романсов. И Мусорский работал там аккомпаниатором и преподавателем элементарной теории музыки. Также он писал для них вокальные упражнения. Однако, возможно, обработки были созданы для хоровых сборников Думского кружка. В 1882 году, когда Михаил Берман решил издавать репертуар своего кружка, популярностью пользовались песенные сборники Вильбоа, Балакирева, Чайковского и Римского-Корского. Но все они представляли народную песню одноголосно под аккомпанемент фортепиано. Мусорский использовал некоторые из тем из этих сборников и представил свою гармонизацию. Автографы некоторых песен также были частично ранее утеряны, и краткая версия обретения двух из них такова. В 1966 году два автографа Мусорского «Скажи, девица милая, и ты взойди, солнце красное» были обнаружены киевским исследователем Кауфманом в Полтаве в личной коллекции хормейстера Фессуна. Кауфман воспроизвел этап путешествия манускриптов. Мой знакомый хормейстер, у которого я обнаружил автограф Мусорского, рассказал мне, что вскоре после окончания войны он увидел на базаре у одной торговки папку с нотами, которыми она пользовалась для заворачивания продуктов. Он купил у нее все содержимое этой папки, и в ней находились старые ноты, среди которых ряд музыкальных произведений со штампами библиотеки Бермана. Тут оказались рукописи Мусорского, которые до сего времени считали безвозвратно утраченными. Эти обработки нетипичны для композитора отсутствием его новаторской гармонии. Очевидно, Мусорский хотел воссоздать стиль народного пения с характерной ему простотой. Для этих обработок характерно простое четырехголосие с достаточно ясной гармонией в близком расположении, и также опора на параллельно переменный лад, характерный для народных песен. Также можно проследить некоторую тенденцию в выборе тем. Мусорский выбирает либо удалые молодецкие песни, либо противоположные им глубоко трагичные. И сейчас я проиллюстрирую два примера. Как пример удалых песен, хороводная песня «У ворот батюшкиных». А как пример трагической сферы песни «Уж ты воля моя воля».
5 русских народных песен для хора наиболее аутентично отражен интерес к русскому фольклору, что в очередной раз подтверждает мысль о важности реализации национального начала в музыке композитора. Модест Петрович Мусорский вошел в историю музыки как композитор исключительной самобытности дарования, проявленной в самых разных гранях его творчества. Мелодика, гармония, фактура, жанровость, драматургия и общая тематика произведений – каждый элемент музыкального языка отражает новаторское мышление композитора. Созданные хоровые произведения не только органично включаются в творческое пространство наследия Мусорского, но и представляют собой отдельный интерес. В самостоятельных сочинениях для хора еще нет тех драматургических находок, которые составили новаторство массовых сцен в операх Борис Годунов и Хованщина. Но в процессе овладения техникой и создания выразительной хоровой фактуры и живописной образности хоры сцены сыграли важнейшую роль. Сюжеты хоров сцен отличались от оперных. В них практически не отражен характерный для Мусорского интерес к русской истории, за исключением торжественного марша Шамиля, являющегося откликом на актуальные события. Избранные композитором библейские темы и образы Востока находились в зоне творческого внимания могучей кучки. Однако Мусорского привлекает в них не только и не столько колорит, сколько глобальность идей. Обработки русских народных песен также не были случайны. Понимая бесценность крестьянского фольклора для создания национального колорита, Мусорский изучал и последовательно использовал интонационно-ладовые и жанровые особенности народной песни в своих произведениях. В 5 обработках для хора, созданных в последние годы жизни, как глубокий знаток русского фольклора, Модест Петрович воспроизвел аутентичные, фактурные и ладово-гармонические особенности народной песни. Композитор относился к своим хоровым сочинениям весьма серьезно и заинтересованно. Они не были для него лишь пробой пера. Об этом свидетельствует грандиозность, вдохновлявшая его каждый раз идеи, тщательность работы над литературным текстом, неоднократное возвращение к произведению и возникавшие новые варианты и редакции. При этом результатом его работы с хоровыми жанрами явилось глубоко оригинальное хоровое творчество. В совокупности созданных произведений в полной мере выявилась композиторская индивидуальность. Спасибо за внимание. Так, Ваня, благодарим за твою презентацию интересной темы. Есть ли вопросы? Иллюстрационные эпизоды не все записаны в реферате. Это ваша задумка была, да? Народное вот искусство, в стиле народных хоров. Ну, например, который ты играл, не все есть, да, в дипломе? В дипломе их вообще нет, если честно. Да, я вот ищу туда. Там только текстовая сцена. Ну, я считаю, что достаточно, да? Да, конечно. Есть вопросы? Коллеги? Только любопытство, вообще был сложный выбор темы, неожиданные хоровые произведения. Отлично. Вот как детали никак. Выбор темы условлен тем, что при поиске мне Ульяна Александровна подсказала интересную тему по Мусорскому, и уже из нее как бы вырос диплом. Все? Хорошо, благодарим.